Селение Ириб считается одним из многочисленных сел Чернигівського района, и оно имеет очень богатую историю, давнюю историю, значит, со времен еще шамилевских времен. Сегодняшние ирибцы продолжают эту славную историю во всех делах, и в работе, и в служении государству, и в бизнесе, и в спорте особенно. Вот сколько я помню, культ спорта, культ силы, культ здоровья, значит, и в борьбе, и в единоборствах, и в игровых видах спорта, он всегда присутствовал. И Ирибе, и районные соревнования, межрайонные соревнования без присутствия ирибских спортсменов практически никакого веса не имели. И не было такого напряжения вдруг по какой-то причине, если ирибцы не присутствуют на соревнованиях. Вот, цена этим соревнованиям падала, и люди, болельщики просто-напросто уходили. Сегодня, в отличие от многих сел, выходцы из нашего селения, вот Курамагомедов заслуженный мастер спорта и чемпион мира. Раджаб Асхабалиев международный мастер. Он победитель многих международных соревнований. Амар Магомед – это боксер, чемпион Европы, чемпион России. Он действующий спортсмен, у него все впереди. Будем надеяться, что и чемпионом мира станет, и Олимпиаду возьмет. По крайней мере, на сегодняшний день у него есть все для того, чтобы получить эти титулы. Это тоже мастер спорта международного класса. Пока. Вот. Очень надежный парень у нас есть. Ибрагимов Магомед. Борец-вольник. Он победитель многих международных турниров. Ну, не всегда везет ему, правда. Будем надеяться, что удача еще впереди. Магомед возьмет свое, и Россию возьмет, и Европу возьмет, по крайней мере, у него вот все физические и моральные данные для этого есть. В прошлом году, в 2003 году подряд он 2 турнира выиграл, Умахановский выиграл и очень сильный турнир, чеченский турнир Ахмад Кадырова. У него там вес 186, по 96 там, и так далее. Вот эти проблемы тоже есть, но я думаю, что Магомед найдет себе силы, остановится на одном из этих весей и покажет на то, что он способен. А природа его щедро одарила. У него сила есть, и ловкость есть, и он знает борьбу. Вот немножко везения, я думаю, иншаллах, будет все нормально. Молодежь перспективная растет по следам наших прославленных спортсменов. Я думаю, вот год, 2, 3 они проявят себя и не дадут, чтобы большой перерыв был от того, что одни спортсмены из прославленных ушли, а потом какой-то перерыв, потом еще появится. Я думаю, что постепенно вот этот процесс он будет
наращиваться. Потому что ну, вот во всем районе знают и говорят и между собой, например, и мне говорят, вот у вас и Рибе есть какая-то генетическая сила. У вас взрослые, сильные, высокие ребята, у вас дух такой, поддержание друг друга, дух спортивный, дух такой крепкий мужской дух. Поэтому неудивительно, что у вас есть вот такие спортсмены. Ну, по крайней мере, на сегодня созданы все условия для того, чтобы спортсмены состоялись, они росли. Там в селении есть спортивный зал очень хороший, который действует. Здесь, в Махачкале, практически сейчас большинство махачкалинцев проживают, то есть ирибцев проживают в Махачкале. Ну, созданы тоже все условия вот центра борьбы имени Курамагомедова, Каспийской, который работает. Туда зеленая дорога всем арибцам, и не только арибцам. Значит, ну, Курамагомед готов помочь каждому, чтобы его место, чтобы не пустовало. Он старается, он помогает, он бегает. А талантливые ребята есть. Я надеюсь, что подрастающее поколение, оно не подведет и покажет еще больше результатов, чем то, что сегодня мы имеем. В принципе, если охарактеризовать наше село, вот сегодня в районе это самое красивое село, самое благоустроенное село. У нас нет ни одного ветхого дома в селе, ни одного разрушенного дома. Люди стремятся построить дом. Люди стремятся иметь надежную крышу на любой день, и хороший день, и плохой день, чтобы они могли вернуться в свой родной дом сельский. Целая война идет в селении за выделение участков под строительство дома. Хотя и маленькие участки там выделяются, все равно люди хотят, чтобы был участок, чтобы был дом, чтобы они чувствовали, что ирибцы. Они большим удовольствием вот приезжают на праздники, на Ураза Байрам, на Курбан Байрам. Если кто-то там мавлиды делает, на соболезнования, на похороны. Дружной командой, единой семьей мы живем и будем стараться поддержать вот этот уровень, на высоком уровне, чтобы мы чувствовали, что мы односельчане, что мы одна семья, что и в горе, и в радости, и в победах, и в спортивных победах, что мы всегда бываем вместе. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Пожалуйста, Раджаб, расскажи, пожалуйста, о своем детстве. Я родился в селе Ириб Чародинского района. Естественно, детство у меня прошло там. Спортом я стал заниматься рано. Мои первые воспоминания связанные с спортом можно отнести к 4 классу, когда я принял участие на чемпионате района. И я помню, меня четвероклассник, когда поставился старшеклассником, это воспоминание как-то у меня особо я подчеркиваю. Меня поставили со старшеклассником. Конечно, я не выиграл тогда чемпионат района. Будучи школьником, я много раз принимал в различных районных соревнованиях. То проигрывал, то выигрывал. Ситуация была по-разному. Первая моя серьезная победа школьных года — это на республиканском турнире на приз Героя Советского Союза Ахмеда Абдулмаджидова.
я тогда выиграл этот турнир. Ну, для школьников, будучи школьником, для меня это считалось как высшее достижение. Сразу после школы я приехал в Махачкалу, поступил в Дагестанский государственный педагогический институт, факультет иностранных языков. После первого курса я перевелся в Дагестанский государственный университет, только открывшийся и считавшийся престижным факультет востоковедения. Жизнь в городе была нелегкая, но спортом и учебу совмещать, конечно, тоже это бывали какие-то определенные проблемы. Не могу не упомянуть, что на первых этапах моей студенческой и спортивной жизни мне повезло столкнуться с таким человеком, как Гамид Мустафаевич, который оказывал мне как моральную, так и материальную поддержку. В 1996 году с отличием я окончил Дагестанский государственный университет. В тот же год я поступил на базе высший юридический факультет. А в 1996 году параллельно я учился в аспирантуру. И в 2001 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. Большой спорт. Вот после школы мое первое начинание большой спорт. Это в 1991 году чемпионат России по молодежи. Я когда занял 2 место. И после этого пошли и турниры, различные другие и международные турниры. И в 1994 году я выиграл Кубок России. В 1995 году тоже выиграл Кубок России. И в 1995 году в Израиле выиграл чемпионат мира среди профсоюзов. И в 1998 году выиграл Кубок нации. В 1999 году на чемпионат мира я выступал уже за сборную Азербайджана. Я получил тогда путевку на Олимпийские игры в Сиднее. И, конечно, это тот момент я мечтал. Вошел в четверку. Это тоже учитывали. Да, вошел в четверку, хотя можно было еще лучше выступать. А 2000 год в Сиднее Олимпийские игры, конечно, я очень хотел выиграть эту Олимпиаду. Но, увы, удача мне не улыбнулась. Значит, это суждено было так, что по воле Аллаха. Вот сейчас ваш сын Саид. Кем бы хотел бы, чтобы он стал? Для меня главное, чтобы он вырос настоящим человеком, чтобы, если говорить о его человеческих качествах, то хотелось бы хоть в какой-то степени он был похож на человека, в честь которого он получил свое имя, великого шейха Саида Афанди Черкови. Вообще хотелось бы, чтобы он пошел по моим стопам. И скажу откровенно, я мечтаю видеть его олимпийским чемпионом. Ажа, вы спортсмен. А к политике как относитесь? Политика сегодня у нас президент нашей республики Рамзан Гаджимуратович Абдулатипов. Это человек очень грамотный. Видно, что он хочет навести порядок в родной земле. И что ему не безразлична судьба дагестанского народа. И он очень много сделал для республики. И мы все должны помочь и руководителям, и президенту. Сегодня у нас, мы все знаем, это никому не секрет, из-за неспокойной и тревожной обстановки нашей республики, я бы хотел всем пожелать терпения, мудрости, мира, крепкого имана. Удачи вам! Спасибо.
спорте, и нет прекрасней спорта. Так было, есть и будет так всегда. Мы вольники, мы вольная когорта, и светит нам Ерыгина звезда. Мы знаем злость, но мы не знаем злобы. Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не костоломы. Нас можно победить, но нас сломать нельзя. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не... Магомед, вы в данный момент один из, можно сказать, лучших борцов в Дагестане. Еще в истории Дагестана, наверное, такого успеха не будет. Пятикратный чемпион у нас, наверное, уже больше не будет. Вот на большом ковре, вот бывает там огорчение, бывает такие победы. Самый такой запоминающий, какой это случай был? Случаи, которые запоминали, которые, конечно, каждая победа, которая у меня была, она запоминается, которая была, даже могу каждую схватку вспомнить, когда, какие года были. Ну, конечно, это то, что сравнит с чемпионатом мира, который выиграл первый раз, который ездил по большому, выиграл чемпионат мира в Красноярске, это было еще в 1997 году. Радостный, еще, как у нас говорится, ничего не было, потому что как встречали, какой этот было, как в селении встречали, как в Дагестане встречали. Да, аэропорту я помню, 97 году. Да, Покойный Суракат как танцевал. Как все это люди встречали, конечно, вот это вспоминание, как в селении поддерживали, как все село выезжало, поддерживали, как в районе, как в Дагестане, как в Красноярске, который приехали столько болельщиков. Вот это мгновения, которые были, конечно, много турниров было, много подъемов, много спусков, много разочарований, много этих, но в любом случае этот момент, конечно, который выиграл и чемпионат мира, тем более будучи молодой спортсмен, который еще 20 лет только не было, по-моему, этот самый, и выиграть такой чемпионат мира, для меня, конечно, это было большой и стимул, потому что люди верили, еще до этого еще называли, готовился усердно. Конечно, больших результатов человек так просто не достигается. Это труд каждого человека, который у меня со школы, тренерские, в горах, здесь, в селении, в районе, Махачкале, друзей, близких, не поддержать друг другом, это никогда человек не достигнется, столько своим силам человек никогда больших достигнет. Этот труд, эта победа, которую мне достигла, это не моя победа, это победа всех тех людей, которые меня поддерживали, которые меня верили, тех болельщиков, всех этих людей сейчас перечислять, конечно, с детства, которые мне труд вложили, это огромное время, час вам не хватит, если будет разговаривать. Конечно, всем тем людям огромное спасибо, которые меня поддержали с ранних лет, с ранних тренеров, всех близких, всех друзей, которые меня поддержал. Дай Аллах им здоровья, счастья. Я этот людей, которые мне помогают, никогда не забываю. И всегда вспоминается, конечно, когда много чемпионов человек становится, много побед его восхваляет. Но главное, чтобы человек, когда проигрывает, ну, конечно, у нас только любят первые места, но разочарование бывает. В любом случае нужно тренерскую или большому спорту, или постоянный спорт не бывает, но человеку надо всегда оставаться. Нас учили, что человеку всегда оставаться надо. Будет всегда помощь, всегда будет рядом со всеми. Магомед, вот есть даже государства, которые ни разу на Олимпиаде не участвовали. Вот село Яродинского района, 3 участника Олимпийских игр. Это же просто здорово, да? Ну, у нас в селении, в районе очень сильно любят спорт, очень болельщики сильные. Вот, я помню, как меня в аэропорту встречали, какие напутствия от селения, Годикани, старейших, односельчане, все, которые как поддерживали, потому что другого выхода не было. В детстве все любят борьбу, но такого не может быть. Конечно, удачи и сопутствуют, где-то плюсы, где-то минусы. Всем таких условий серьезных не было, которые с детства были, больших тренеров, хороших, которые у нас, конечно, там какие-то условия были, тренировались, спарринг-партнеров, бегали, кроссы делали. Конечно, с детства все это было. Я думаю, условия сейчас есть. Я думаю,
больших результатов, конечно, молодежь у нас очень много перспективных, но достиг больших успехов очень тяжело в те времена, потому что и Магомедхан Арацилов, и другие, конечно, большим трудом, большим этим тренировались, и для нас в районе те времена были огромные, как у нас говорится, было огромное желание бороться, встречали как герои весь район, как уходили. Я помню, когда маленькие были, еще смотрели там, как они встречали. Поэтому вот, селение я очень горжусь, что у нас очень талантливая молодежь. Я думаю, по боям без правил, по другим видам спорта очень слежу. Ну, мы готовы любому спортсмену поддержать, который, конечно, очень большой труд для молодого спортсмена кем-то стать. Ну, время такое, которое нужно большие растраты, больших времена, большие, как у нас говорится, возможности для того, чтобы он на большом арене достичь больше упорства. Ну, многие как-то вот видят несправедливость, видят это, ну, как-то рано бросают вид спорта. Но в любом случае, кто идет до конца, до цели, я знаю, что это может достичь успеха. Единственное, главное, чтобы была удача там. Пожелание какое дагестанскому и ирибскому народу? Хочу что пожелать? Пожелать хочу вот те цели, которые поставлены молодым ребятам, молодым спортсменам, молодым, быть достойным, себя хорошей стороны показать. Не только пожелание, чтобы они были полезными людям, полезными нашему обществу, были достойными людьми, чтобы они занимались спортом, занимались не только борцами, были разные виды спорта. И хочу, чтобы следующая молодежь, которая у нас растет, чтобы они тоже те традиции, которые в районе, селении, чтобы они тоже прославляли наше село, наш район, Дагестан и всю Россию, чтобы они достойно себя представляли и достойно, как герои встречали, мы всегда рады. И на самом деле хочу им пожелать успехов в жизни и спорте молодежи. А что остальное, все есть, мы всегда рядом, что от нас зависит, мы поможем, чем от нас, чем можем. Спасибо вам большое. И удачи вам тоже. Спасибо большое. Ну что, вас можно назвать министром молодежной политики и спорта селения Ириб. Я уже сколько лет вас знаю, вы все время с молодежью. Расскажите, пожалуйста, как это вам удается? Магомед, действительно, меня назад министр спорта или министром по делам молодежи, громко сказано. Тем не менее, последние лет 12, Магомед, тесно мы с молодежью занимаемся. Уже с 2001 года, вот по сей день мы, ирибцы, собираемся в спортзалах, играем баскетбол, волейбол. И через день мы сейчас ходим в Каспийск, дворец спорта Курамагомедова. Только что мы оттуда приехали. Действительно, молодежь активно начала, ирибцы, заниматься спортом. Есть, не говоря то, что у нас известные есть спортсмены, есть вольники, боксеры, есть сейчас ребята, которые занимаются по боям без правил. Очень много чемпионов мира, чемпионов Европы. Тем не менее, и остальные ребята не остаются в стороне, ходят, занимаются спортом, активный образ жизни ведут, здоровый образ жизни ведут. Вот вы сами были даже в Институте финансового права. 5-6 команд по волейболу в возрасте от 17 лет, от 16 лет до 50, до 60 лет занимаются. И также Каспийский дворец спорта Курамагомедова. Очень много ребят собираются, играют, потом спускаются в тренажерный зал. Нам очень приятно в данное время, не отвлекаются ребята на ненужные дела, находятся в спортзале. Никто у нас из ребят не курит, не пьет, только спортом занимается. При этом уважение больше оказывают друг другу. Человек, который занимается спортом, они будут и знать, кто старше, кто младше. Сплачивают коллектив, ребята, спортсмены. В общем, вот так живем в Магомед городе, занимаемся спортом. А сыновья как ваши тоже? У меня сын Рамазан, раньше футболом он играл, футбол играл, Анджей, детской команде Анджей играл. Ну, как поступил в университет, ну, оставил. Но тем не менее, за ним приезжают его старые друзья, ходит, играет. Часто он ездил в разные города, страны, играл.
активно за школу за первую школу выступали они ЮФО, заняли первое место один раз. И мой сын Рамазан также играл в футбол. А в данный момент с нами ходит, играет в баскетбол. А университет какой? ДГУ на юрфаке. Юридический факультет? Да. Там знаменитые спортсмены. Ага. Ну, село Ирип – это один из крупных, если не самое крупное село в нашем Чародинском районе. И, естественно, значит, из крупного села оно является селом, откуда известные люди, выходцы из этого села, известные люди как в жизненных позициях, которые занимают они в Дагестане. Ну и особое место занимает и спортивная биография этого села. Очень много известных борцов из Ирип, из селения Ирип. Это даже я бы сейчас, мы все знаем, которые борцы, о которых знает и мир, и Россия, и Дагестан. Это такие, как Курамагомед Курамагомедов, Раджаб, Ибрагимов Магомед. Вот такие много очень еще, наверное, я боюсь кого-то упустить. Но кроме них, даже я хочу сказать, что даже вот на районных, на республиканских соревнованиях много очень спортсменов, которых сегодня мы даже у нас нету на слуху, но в то же время нам всем чародинцам известно, что это село является своего рода кузницей, где вырабатываются известные спортсмены. Значит, и другие села тоже, конечно, у нас, которые, значит, стараются не отставать от Ирип, и поэтому, в общем-то, Чародинский район, можно сказать, является тем районом, который вносит очень достойный вклад в копилку золотых и других достоинств медалей, которые получает республика на спортивном поприще. Меня зовут Расул, Магомедалиев Расул, Чародинского района, село Ирип. Тренирую под названием клуб Анжи уже почти 2 года. Вот. За 2 года уже есть такие достаточно опытные ребята, уже основной молодой состав у меня. До 20 лет в основном, до 21. В принципе. А сам до этого чем занимался? Я в самом начале вольной борьбы, потом уже перешел в боевой самбо. Занимался у Магомедов Абдулманап. Первый мой тренер Манап. А вот этих ребят, самые хорошие титулы, которые есть, ребята, есть? Да, есть чемпион России, есть в Европе, есть по ММА, есть чемпион России по Дагестану, есть международник, есть по боевой самбо, есть. Вот. Ну, ребята, честно сказать, хорошие ребята. Удачи! Вы в этом зале часто собираетесь, да? Да, мы в этом зале каждую неделю 3 раза собираемся. Вторник, четверг, субботу, с 7 часов. А понедельник, среду, пятницу мы собираемся в Каспийске. И там играем регби, здесь играем волейбол. Ведем здоровый образ жизни. Я вижу здесь много молодых, хороших ребят, которые хорошо играют в волейбол. Я вижу здесь юридического факультета наш, еще один студент есть, от Магомед. Да, Магомед играет хорошо, Гаджиев играет, Далгат играет хорошо. У нас ирипцы в основном все время занимаемся спортом. Мы любим спорт, уважаем спорт. В районе всегда тоже первое место, я знаю, что по волейболу, по борьбе. Когда мы проигрываем, у нас это горе получается как бы. Мы любим всегда выигрывать. Как у канадцев, когда хоккей проигрывают. Вот молодцы, я очень рад, что вы всегда вот сюда собираетесь. Тебе тоже большое спасибо, что сюда пошел нас снимать, показывать людям. Мы этим гордимся, и уважаем. Давай, Магомед. Удачи вам! Спасибо. Хорошо.
Селение Ириб считается одним из многочисленных сел Чернигівського района. И оно имеет очень богатую историю, давнюю историю, значит, со времен еще шамилевских времен. Сегодняшние ирибцы продолжают эту славную историю во всех делах, и в работе, и в служении государству, и в бизнесе, и в спорте особенно. Вот сколько я помню, культ спорта, культ силы, культ здоровья, значит, и в борьбе, и в единоборствах, и в игровых видах спорта, он всегда присутствовал. И Ирибе, и районные соревнования, межрайонные соревнования без присутствия ирибских спортсменов практически никакого веса не имели. И не было такого напряжения вдруг по какой-то причине, если ирибцы не присутствуют на соревнованиях. Вот, цена этим соревнованиям падала, и люди, болельщики просто-напросто уходили. Сегодня, в отличие от многих сел, выходцы из нашего селения, вот Курамагомедов заслуженный мастер спорта и чемпион мира. Раджаб Асхабалиев международный мастер. Он победитель многих международных соревнований. Амар Магомед — это боксер, чемпион Европы, чемпион России. Он действующий спортсмен, у него все впереди. Будем надеяться, что и чемпионом мира станет, и Олимпиаду возьмет. По крайней мере, на сегодняшний день у него есть все для того, чтобы получить эти титулы. Это тоже мастер спорта международного класса. Пока. Вот. Очень надежный парень у нас есть. Ибрагимов Магомед, борец-вольник. Он победитель многих международных турниров. Ну, не всегда везет ему, правда. Будем надеяться, что удача еще впереди. Магомед возьмет свое, и Россию возьмет, и Европу возьмет. По крайней мере, у него вот все физические и моральные данные для этого есть. В прошлом году, в 2003 году подряд он 2 турнира выиграл. У Махановский выиграл и очень сильный турнир. чеченский турнир Ахмад Кадырова. У него там вес 186, по 96 там, и так далее. Вот эти проблемы тоже есть, но я думаю, что Магомед найдет себе силы, остановится на одном из этих весей и покажет на то, что он способен. А природа его щедро одарила. У него сила есть, и ловкость есть, и он знает борьбу. Вот немножко везения, я думаю, иншаллах, будет все нормально. Молодежь перспективная растет по следам наших прославленных спортсменов. Я думаю, вот год, 2, 3 они проявят себя и не дадут, чтобы большой перерыв был. Того, что одни спортсмены прославленные ушли, а потом какой-то перерыв, потом еще появится. Я думаю, что постепенно вот этот процесс он будет наращиваться. Потому что ну, вот во всем районе знают и говорят и между собой, например, и мне говорят, вот у вас в Ирибе есть какая-то генетическая сила. У вас взрослые, сильные, высокие ребята, у вас дух такой, поддержание друг друга, дух спортивный, дух такой крепкий мужской дух. Поэтому неудивительно, что у вас есть вот такие спортсмены. Ну, по крайней мере, на сегодня созданы все условия для того, чтобы спортсмены состоялись, они росли. Там в селении есть спортивный зал очень хороший, который действует.
Здесь в Махачкале практически сейчас большинство махачкалинцев проживают, то есть ирибцев проживают в Махачкале. Ну, созданы тоже все условия. Кубок России. И в 1995 году в Израиле выиграл чемпионат мира среди профсоюзов. И в 1998 году выиграл Кубок нации. В 1999 году на чемпионат мира я выступал уже за сборную Азербайджана. Я получил тогда путевку на Олимпийские игры в Сиднее. И, конечно, это тот момент я мечтал. Вошел в четверку. Это тоже учитывали. Да, вошел в четверку, хотя можно было еще лучше выступать. А 2000 год в Сиднее Олимпийские игры, конечно, я очень хотел выиграть эту Олимпиаду. И, но, увы, удача мне не улыбнулась. Значит, это суждено было так, что по воле Аллаха. Вот сейчас ваш сын Саид. Кем бы хотел бы, чтобы он стал? Для меня главное, чтобы он вырос настоящим человеком, чтобы, если говорить о его человеческих качествах, то хотелось бы хоть в какой-то степени он был похож на человека, в честь которого он получил свое имя, великого шейха Саида Афанди Черкови. Вообще хотелось бы, чтобы он пошел по моим стопам. И скажу откровенно, я мечтаю видеть его олимпийским чемпионом. Ажам, вы спортсмен. А к политике как относитесь? Политика сегодня у нас президент нашей республики Рамазан Гаджимуратович Абдулатипов. Это человек очень грамотный. Видно, что он хочет навести порядок в родной земле. И что ему не безразлична судьба дагестанского народа. И он очень много сделал для республики. И мы все должны помочь и руководителям, и президенту. Сегодня у нас, мы все знаем, это никому не секрет, из-за неспокойной и тревожной обстановки нашей республики, я бы хотел всем пожелать терпения, мудрости, мира, крепкого имана. Удачи вам! Спасибо. Естественно, детство у меня прошло там. Спортом я стал заниматься рано. Мои первые воспоминания, связанные с спортом, можно отнести к 4 классу, когда я принял участие на чемпионате района. И я помню, меня четвероклассник, когда поставился старшеклассником, это воспоминание как-то у меня особо я подчеркиваю. Меня поставили со старшеклассником. Конечно, я не выиграл тогда чемпионат района. Будучи школьником, я много раз принимал в различных районных соревнованиях. То проигрывал, то выигрывал. Ситуация была по-разному. Первая моя серьезная победа школьных года — это на республиканском турнире на приз Героя Советского Союза Ахмеда Абдулмаджидова. Я тогда выиграл этот турнир. Ну, для школьников, будучи школьником, для меня это считалось как высшее достижение. Сразу после школы я приехал в Махачкалу, поступил в Дагестанский государственный педагогический институт, факультет иностранных языков. После первого курса я перевелся в Дагестанский государственный университет, только открывшийся и считавшийся престижным факультет востоковедения. Жизнь в городе была нелегкая, но спортом и учебу совмещать, конечно, тоже это бывали какие-то определенные проблемы. Не могу не упомянуть
что на первых этапах моей студенческой и спортивной жизни мне повезло столкнуться с таким человеком, как Гамид Мустафаевич, который оказывал мне как моральную, так и материальную поддержку. В 1996 году с отличием я окончил Дагестанский государственный университет. В тот же год я поступил на базе высший юридический факультет. А в 1996 году параллельно я учился в аспирантуру. И в 2001 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. Большой спорт. Вот после школы мое первое начинание большой спорт это в 1991 году чемпионат России по молодежи. Я когда занял 2 место. И после этого пошли и турниры, различные другие и международные турниры. И в 1994 году я выиграл Кубок России. В 1995 году тоже выиграл. В центре борьбы имени Курамагомедова, Каспийской, который работает. Туда зеленая дорога всем арибцам, и не только арибцам. Значит, Курамагомед готов помочь каждому. Каждому, чтобы его место, чтобы не пустовало. Он старается, он помогает, он бегает. А талантливые ребята есть. Я надеюсь, что подрастающее поколение оно не подведет и покажет еще больше результатов, чем то, что сегодня мы имеем. В принципе, если охарактеризовать наше село, вот сегодня в районе это самое красивое село, самое благоустроенное село. У нас нет ни одного ветхого дома в селе, ни одного разрушенного дома. Люди стремятся построить дом. Люди стремятся иметь надежную крышу на любой день, и хороший день, и плохой день, чтобы они могли вернуться в свой родной дом сельский. Целая война идет в селении за выделение участков под строительство дома. Хотя и маленькие участки там выделяются, все равно люди хотят, чтобы был участок, чтобы был дом, чтобы они чувствовали, что рибцы. Они большим удовольствием вот приезжают на праздники, на Уроза-Байрам, на Курбан-Байрам. Если кто-то там мавлиды делает, там, на соболезнования, на похороны. Дружной командой, единой семьей мы живем и будем стараться поддержать вот этот уровень на высоком уровне, чтобы мы чувствовали, что мы односельчане, что мы одна семья, что и в горе, и в радости, и в победах, и в спортивных победах, что мы всегда бываем вместе. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Пожалуйста, Раджаб, расскажи, пожалуйста, о своем детстве. Я родился в селе Ириб Чародинского района. Естественно,